Доброго воскресного вечера. На телеканале БСТ время подводить итоги недели. В студии Анастасия Ильчебаева. Сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Использованные медикаменты, защитные комбинезоны и диагнозы с подтвержденным коронавирусом в Туймазах обнаружили опасную находку. В настоящее время территория оцеплена, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предположительно, все это вывезено из ковид-госпиталя, работающего на базе местной ЦРБ. Кто так легкомысленно решил спрятать потенциально опасные медицинские отходы? Отношения какого-то я что-то не имею. Я не собираюсь вам никакие вопросы отвечать. Боль без срока давности. 18 лет. Трагедия над Боденским озером. 18 лет прошло, но она никогда не забывается, она всегда в памяти остается. На Южном кладбище почтили память погибших в авиакатастрофе. Тогда в самолете башкирских авиалиний находился 71 пассажир, большая часть – дети. Их место находится в районе. И знайте, что мы с ними обязательно увидимся. Конституция будет изменена. Голосование по поправкам завершено. В течение недели граждане выбирали, какой будет страна завтра. Наша страна должна крепнуть. Вот этот основной посыл люди считали. Социальная дистанция, индивидуальные ручки, маски и перчатки. Как проходили особенные выборы в особенных условиях. Глубокую благодарность жителям нашей республики, принявшим участие в голосовании. Уфа – город трудовой доблести. Звание, полученное на этой неделе, заслужили еще более 75 лет назад. Он заслуживает наград и того, чтобы о нем помнили. А тех, кто сражался не на фронте, но также потом и кровью приближал День Победы. Эти больные, которые с фронта их привозили, они все выздоравливали и снова уходили на фронт. Это же большая заслуга наших врачей. Шокирующую находку обнаружили в Туймазах общественники. Ангар, находящийся почти в центре города, был до потолка забит медицинскими отходами. В здании были свалены сотни килограммов использованных препаратов и медикаментов, а также диагнозы с подтвержденным коронавирусом. Резкий запах распространился на несколько десятков метров в округе. Кто и зачем так безответственно решил избавиться от опасных отходов, выяснял корреспондент программы «Честно говоря» Тимур Давлетов. Использованные ампулы, шприцы, системы и средства индивидуальной защиты, а еще одноразовая посуда с остатками еды и медицинская документация. Все это обнаружил общественник Эмиль Булатов. Мужчина предполагает, что это медицинские отходы из Туймазинской ЦРБ, которую перепрофилировали в ковид-госпиталь. Полный беспредел. То есть мы обращались к медработникам, звонили в Роспотребнадзор. Они просто в шоке от этой ситуации. Предварительно это же ведь от ковид-больных, но они, как ни странно, практически в центре города хранятся, пожалуйста, в данном складе. Предварительно здесь, наверное, кубов 40. По идее, медицинские отходы, кстати, опасности класса Б нужно было утилизировать сразу специальным образом – сжечь. Но по неизвестным причинам организация Safety Egg, которая заключила договор с Туймазинской ЦРБ, складировала их в одном из гаражных боксов. Трудно поверить, но это самый центр Туймазов. Вот здесь находится небольшая складская зона, а уже за ней жилые дома. Честно говоря, находиться здесь больше минуты просто невозможно. Из-за этой двери исходит очень едкий, просто непередаваемый запах. Как только люди в округе все это время его не ощущали. Зато его учуял охранник складской зоны. Мужчина поясняет, что лично видел, как водитель на Рено с прицепом выгружал медицинские отходы. Такие манипуляции производились аж с марта месяца. Ага, то есть уже несколько месяцев тут складируют, да? Да. А на каких автомобилях? Рено. Вот этот Рено, который приезжал сюда с прицепом, да? Только привозили. А увозили на каких машинах? Это я не видел. На место ЧП прибыли сотрудники полиции, они все зафиксировали, составили протокол. Кроме того, правоохранители оцепили территорию и выставили охрану до приезда специалистов. В это время тот самый мужчина на Рено, который, по словам охранника, и занимался извозом медикаментов, попытался скрыться от взора нашей камеры. Просить разрешение на то, чтобы взять интервью. Нет, Кодекс. мы не обязаны вам предоставлять. Мы тоже не обязаны что-то вам отвечать. Мы тоже не обязаны вам что-то отвечать. Хорошо. Вы не обязаны? Мы вас просто... Вы что-то вывозите здесь отсюда? Вы что-то видите, что я вывожу? Вы какое отношение к этим отходам имеете вообще? К каким отходам? Я там вижу только ворота открытые. Отношения какого-то я что-то не имею. Я не собираюсь вам никакие вопросы отвечать. В Туймазинской ЦРБ врачи, которые дежурили в ночь, пояснили, что об инциденте слышат впервые и захлопнули дверь. Выходим.
Вы можете сказать, каким образом? Вы можете сказать, зачем ты был? Извините, пожалуйста, у нас карантин. Я говорю, вы можете ответить на вопрос? У старших спрашивайте, я ничего не могу вам ответить. Как нам его найти? Я санитарка, я Старшего нам маленький где человек. найти? Нам где старшего Просто найти? нельзя сюда заходить. Нам где старшего найти? Дверь закрыть дайте. Нельзя заходить сюда. В настоящее время на месте инцидента работают представители санэпидемстанции и сотрудники Роспотребнадзора. Тимур Давлетов, Арсен Муртазин. Новости. Туймазинский район. По факту складирования в гараже медицинских отходов прокуратура начала проверку. На место происшествия выезжал туймазинский межрайонный прокурор. По данным надзорного ведомства, предположительно медицинские изделия ранее использовала местная центральная районная больница. При оказании помощи больным коронавирусом правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и опрашивают причастных лиц. Прокуратура республики организовала проверку. К ней привлечены соответствующие специалисты. Будет дана оценка законности действий должностных лиц медицинского учреждения, коммерческой организации, с которой заключен договор на утилизацию медицинских отходов. В настоящее время территория оцеплена. По словам представителей больницы, они к этому отношения не имеют. Сбором и утилизацией медицинских отходов занимается подрядная организация, с которой лечебное учреждение заключило договор. Подрядная компания собирает этот мусор, вывозит. А за вывоз за территорию уже Туймазинской ЦРБ и, соответственно, утилизацию мы уже не отвечаем. Это все прописано в договоре. Но сейчас проводится проверка по этому поводу, и по результатам проверки все, что будет нам предоставлено, мы будем соблюдать. Почти 89% избирателей республики одобрили поправки в Конституцию страны. 10,6% жителей не согласились с изменениями в документе. Впервые процедура голосования затянулась на целую неделю из-за санитарно-эпидемиологических норм. Возможно, этим объясняется и высокая явка на избирательных участках. Так, к примеру, в Башкортостане голоса дали более 2,5 миллионов человек. Хроники голосования по поправкам в Конституцию у Динары Таймасхановой. В 8 утра гимн России знаменует начало основного дня голосования по поправкам в Конституцию страны. Традиционного ажиотажа на избирательных участках в этот раз не ожидалось. Многие избиратели отдали свои голоса заранее. Наша комиссия, как и во всей России, с 25 июня по 30 июня работала. У нас проходило досрочное голосование. В списке у нас 731 человек, проголосовало уже 408. На участке в исторический для страны день приходили семьями. Династия врачей Хайбулиных из Стерлитамака воспитывают уже 3-е поколение медработников. Общий трудовой стаж семьи на медицинском поприще больше 1000 лет. Наши дети продолжают тоже работать, поэтому нам не безразлично голосовать за сильную медицину, за стабильность в стране. В этом году, кстати, можно было проголосовать, не выходя из дома. С переносными урнами приходили к тем, кому было сложно по тем или иным причинам дойти до участков. Изменения в документе одобрили почти 89% избирателей региона. Средний показатель явки по районам 93%, по городам чуть ниже. Всего же 2 миллиона 763 тысячи 98 человек в республике не остались в стороне от всероссийского голосования. Мы движемся, возможно, еще будут какие-то изменения. Вот. В Конституции не догма, как показывает практика, она будет развиваться, и демократия в нашей стране будет развиваться, и наша страна должна крепнуть. Вот этот основной посыл люди считали. Ради Хабиров в прямом эфире телеканала «Россия-24» подвел итоги голосования по внесению изменений в Конституцию страны и объяснил такую высокую явку на участках в Башкортостане. Наша республика, она всегда отличалась высокой такой политической избирательной культурой и высокой активной сознательностью наших жителей. Поэтому, собственно, это и произошло. Плюс мы предпринимали целый ряд действий, которые бы создали даже вот в условиях коронавирусной инфекции, создали какие-то дополнительные стимулы, чтобы люди пришли. У нас на тот момент и приехали в города фермеры наши, которые, соответственно, провели большие ярмарки. По всей республике с 25 июня и до 1 июля были открыты более 3000 избирательных участков. На некоторых из них были установлены КАИБы, но большую часть бюллетеней подсчитывали традиционно, вручную. Пришлось работать в непростых условиях. Маски и перчатки стали обязательными атрибутами голосования 2020. Как для членов комиссии, так и для избирателей. Хочу выразить слова искренней благодарности
всем организаторам голосования в республике, членам избирательных комиссий, журналистам, общественным наблюдателям, сотрудникам правоохранительных органов за участие в подготовке и проведении голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, а также глубокую благодарность жителям нашей республики, принявшим участие в голосовании. Почти 78% избирателей страны согласились с тем, что главный документ России частично устарел, который, кстати, был принят почти 30 лет назад. Своим выбором жители определили не только свое будущее. В условиях нового законодательства будет жить, по меньшей мере, еще одно поколение. Динара Таймасханова, Азат Ишбулатов, Виктор Миренков. Итоги недели. Столица Башкортостана получила государственное звание города трудовой доблести. В списке удостоенных этого статуса 20 субъектов России. Указ подписал президент страны. Помогло и общественное мнение на избирательных участках Уфы. Все дни голосования собирали подписи жителей города. Подробности в следующем сюжете. Колосья собирали, а уржи, стерня, колючие, злющие. Босиком идешь, ноги все в крови. Вот чашку приносим, ложим, значит, это записывали. Трудодень или что-то такое было. Пятилетний мальчишка думал не об играх с друзьями. Все мечтал, как вручную собрать больше зерна. Вместе с ним в семье было 6 детей. Работала мама, и они вместе с ней. Отец на фронте. Голодали, но верили. Папа вернется, и будет легче. Не жевали хлеб, а ложили в рот. До того ферменты работали. Я как вроде я профессор, врач я. Рассасывался хлеб во рту, вот держишь, вот это есть хотелось сюда. И вот сейчас я иногда прохожу по улице, смотрю, там хлеб лежит, здесь хлеб. У меня схватает. Настолько жалко, обидно. Солдаты спасали родину, их спасали врачи. На фронте трудились около 700 тысяч медиков. В тылу работали госпитали. Один из них в столице Башкортостана на улице Тукаева. После окончания войны в Уфу на учебу приехал Рашид Бадыков. Вспоминает, преподаватели рассказывали, как лечили раненых и больных. Сейчас нет этих болезней, огнестрельных ранений, астемилитов, или которые много это получали. Этих больных это очень много было. Вот этот опыт всегда позволял правильно лечить, правильный был подход. Что интересно, эти больные, которые с фронта их привозили, они все выздоравливали и снова уходили на фронт. Это же большая заслуга наших врачей. Медсестры, санитарки, которые работали во время войны, нам рассказывали, как привозили, как они стирали эти бинты, их не хватало, эти материи, то есть оперировали. Он держал в руках пулемет, она делала детали для оружия. Кашаф Аглединович и Сазида Мухаммед Латыповна познакомились в 47-м, уже после победы, но добивались ее вместе. Он на фронте, она в тылу. Прочность проверяли, провода выпустят, разного калибра, большие катушки, вот провода. И отрезали концы. И работала я, тоже испытывала, какой у него дорог. Если проволока оторвется, все, я браковала эту работу. Многонациональный народ, солдаты, как матросы и тому подобное, как вот от одной матери родились. Все были родные, как вот так. Так дружно. В годы войны в Уфу эвакуировали более 100 тысяч человек, около 40 заводов. Втайне привезли оборудование для радиосвязи. Антифашистский Коминтерн вещал из здания нынешнего главпочтамта. На хлопчатобумажном комбинате производили ткань для одежды фронтовиков. Башкортостан снабжал горючим. Отец Фанузы Нугмановой стоял за станком. Дочь трудармейца рассказывает, рабочие тогда себя не жалели. Работали по 14 часов, непосильный труд. Замерзали за станками. Многие не чувствовали, потому что они примерзали к лаптям. Мокрые же все. Дождь и слякоть. Вот идет дождь, потом замерзает все. Вместе с ними и трудармейцы замерзают. Вот. Плохо одетые, голодные, холодные. В Уфу из Рыбинска был эвакуирован моторостроительный завод. На предприятии уже через несколько лет после победы работал Валерий Шарипов. Коллеги рассказывали, была только цель – выполнить план. Вот печь для закалки деталей вышел из строя. Не ждут, когда он полностью остынет. Обольют водой, оденут. И вот ребята лезут в эту печь, налаживают прямо. В таких условиях, в которых сегодня
невозможно работать. Закон о присвоении звания «Город трудовой доблести» в России появился в этом году. 1 марта его подписал президент страны. В Уфе собирать документы для получения звания начали раньше. 1,5 года назад эту работу начали. Мы получили богатый материал, который выставили на международную общественную сертификацию. Тогда была такая картина. И ее получили успешно, эту общественную. Но через неделю издается указ президента Российской Федерации в связи, будем говорить, с 75-летием Победы ввести государственную значимость вот этой награды. В Уфе установят стелу с гербом и указом президента. Звание «Город трудовой доблести» – это в первую очередь о людях. В Уфе есть мемориал. Память в бронзе, олицетворение главных профессий тружеников тыла. Нефтяник, сталевар, швея, жница с дочерью и пожилой рабочий с внуком. Подвигу города посвящают стихотворения и песни. Песня об Уфе на стихи Ханнанова. Там, значит, потом «Уфа, жемчужина Урала», «Уфимские липы». Там все это говорится о том, что наш народ, именно вот с которыми мы живем по соседству, это доблестный народ. Он заслуживает наград и того, чтобы о нем помнили. На статус города трудовой доблести претендовали порядка 70 городов России, получили 20. Впрочем, достойно звания, пожалуй, вся страна. Пока одни сражались на фронте, за их спинами в тылу работали старики, женщины и дети. Награда – память о них, а еще салют, который прозвучал в честь присвоения статуса. Красочный взрыв снаряда в небе, как символ победы, чтобы залпы уже никогда не были военными. Лилия Курбанова, Артур Ханов, Роберт Давлетбердин, Вадим Исламов. Итоги недели. 18 лет трагедии над Боденским озером. Родственники и близкие погибших почтили их память на южном кладбище Уфы, где захоронены жертвы авиакатастрофы. Также поминальные ритуалы прошли в Германии на месте крушения самолета башкирских авиалиний. Авиакатастрофа унесла 71 жизнь. В числе погибших были в основном дети. 52 школьника из республики летели на отдых в Испанию. Основной причиной катастрофы следствие назвало ошибку диспетчерской службы швейцарской компании. О трагедии, которая не забывается, и о тех, кто будет помнить всегда. В материале Екатерины Тимиряевой. Елена Жиенбаева потеряла в той трагедии дочь Гульнас. Девочка ушла навсегда в свои 12 лет. На могилу женщина пришла с дочерью Диларой. В их семье не проходит и дня, чтобы не вспомнить круглую отличницу и душу компании Гульнас. По словам Елены, она только один раз видела ее во сне, в белом платье с крыльями, и до сих пор чувствует с ней связь. 18 лет прошло, но она никогда не забывается, она всегда в памяти остается. И у нас всегда дома каждый год, каждый день, каждый вот день рождения май месяц, я тоже в мае месяце родилась, воспоминания бывает одно и то же время. Катастрофа произошла в 2002 году. В небе над Германией около Юберлингена и Боденского озера столкнулись авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Башкирские авиалинии», который выполнял рейс Москва-Барселона, и грузовой самолет «Боинг» авиакомпании DHL. Погибли все находившиеся в самолетах. Оба пилота «Боинга» и 69 на Ту. Это 9 членов экипажа и 60 пассажиров, среди которых было 52 ребенка. Может быть, были среди вас Ахматовы и Кагабины были среди вас. Перед Богом же, в чем виноваты вы, что так рано забрал вас от нас? Каждый год после трагедии 2 июля, не сговариваясь, родственники погибших в авиакатастрофе над Боденским озером собираются на южном кладбище Уфы. За несколько часов до этого в Германии у Юберлингена также проходит панихида. В Германии поминальную службу провели вчера, потому что по ихнему часовому поясу это случилось 11:30 1 числа. Поэтому немецкие наши друзья это проводят вечером каждый год. Близкие жертв над Боденским озером говорят, что мемориал, установленный на южном кладбище Уфы, требует реконструкции. Так как стела – это собственность Уфы, то обсуждать ремонтные работы будут с муниципалитетом. Эта реставрация происходит, на скорую руку, плитку клеют, и все. Постамент уже движется. Обещали нам сделать полное обследование этого постамента и выдать результат. Ежегодно в траурной церемонии жертв рейса 2937 участвуют представители Духовного управления мусульман. Они помогают родителям, потерявшим детей, молиться об их душах. А их место находится в раю. И знайте, что мы с ними
обязательно увидимся. Екатерина Тимиряева, Азат Ишбулатов, Виктор Миренков. Итоги недели. В республику наконец придет жара. Пик ожидается на следующей неделе. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до 35 градусов. В связи с этим растет поток желающих отдохнуть вблизи водоемов и рек. Спасатели не рекомендуют купаться в необорудованных местах. Кстати, накануне в Уфе на озере Долгое утонул мужчина, прибывший на место сотрудники. Выяснили, что 24-летний уфимец отдыхал в компании друзей в запрещенном для купания месте. Подвыпившие молодые люди решили наспор переплыть озеро. Двое из участников заплыва благополучно добрались до берега, а вот у их друга силы иссякли, и он стал тонуть. Парни бросились в воду, но было уже поздно. Только с начала года в республике утонули 56 человек. На этой неделе погибли уже 5. Все случаи гибели происходят в необорудованных местах, и в подавляющем большинстве случаев это купание в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому призываем наших граждан отдыхать только на аттестованных пляжах, не оставлять детей без присмотра и, конечно, не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Напоминаю, что за купание в запрещенных местах штраф составляет до 4000 рублей. А теперь о других событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от моего коллеги Эмиля Басареева. В Башкортостане полицейские обезвредили преступную группировку. Банду возглавлял 27-летний гражданин Украины. В состав ОПГ вошли ранее судимые за особо тяжкие преступления жители Уфы и Октябрьского. Следствие установило, что в период с ноября 2019 по май 2020 года ракетиры держали в страхе жителей города Октябрьского, работавших в сфере торговли. Злоумышленники требовали регулярных выплат в размере до 50% от выручки. Тем, кто не выполнял условия сделок, группировка устраивала поджоги, подставные ДТП или жертву избивали. При задержании у лидера ОПГ и одного члена банды изъято травматическое оружие. Сейчас 5 рецидивистов находятся под арестом. В отношении них возбуждено уголовное дело сразу по нескольким тяжким статьям. 3 человека погибли в ДТП в Благовещенском районе. Автоавария произошла на трассе Уфа-Янаул. Дорогу не поделили встречные Део Нексия и Шевроле Нива. В ГИБДД сообщили о 2 погибших мужчинах и женщине. Также в аварии пострадали еще 2 мужчин из Нивы. Их доставили в больницу номер 13. Пострадавших доставали из покореженных машин с помощью спецтехники. Территория парка лесоводов застраиваться не будет. Об этом заявил мэр Уфы Ульфат Мустафин. Ранее территория рассматривалась под застройку жилья. Однако общественность выступила против. Примечательно, что судьбу парка обсуждали не просто в самом сквере, но и при участии горожан. Встреча состоялась в рамках публичного слушания. Уфимцы смогли высказать свои предложения по благоустройству территории. В Башкортостане создается агропродовольственный кластер. Во время сельского часа в правительстве обсуждалось продвижение башкирской продукции через торговые сети. Помочь фермерам занять места на прилавках крупных ритейлеров поможет создание регионального агропродовольственного кластера, объединяющего товаропроизводителей, переработчиков и торговый сектор. Концепцию новой структуры разработали при поддержке Минэкономразвития Республики. В случае одобрения на федеральном уровне такой агропродовольственный кластер станет первым в стране. Дома веры распахнули свои двери. Жители республики снова могут посещать православные храмы и мечети. Культовые учреждения открыли по распоряжению главы республики. При этом верующие должны соблюдать некоторые требования: не снимать маски и держать дистанцию. В Уфе заработало социальное такси, водители которого имеют инвалидность по слуху. 3 автомобиля будут бесплатно обслуживать инвалидов первой группы и детей с ограниченными возможностями здоровья. Они могут воспользоваться этим такси до 5 раз в месяц. Чтобы оформить заявку, необходимо назвать диспетчеру по телефонам, которые вы видите на экранах, паспортные данные, категорию инвалидности и цель поездки. Взгляд из сердца Евразии. Уфа в очередной раз подтвердила свой статус конгрессной столицы России, проведя международный форум урбанистики. Десятки федеральных и зарубежных экспертов в офлайн и онлайн режимах обсудили шаги, благодаря которым жизнь в городах Башкортостана станет комфортнее. Для этого нужно создавать не только новые жилые комплексы, социальные и арт-объекты, но и сохранить то, что построено сотни лет назад. С полей форума репортаж Азата Садриева. Международный форум урбанистики – первое официальное офлайн мероприятие в России с начала пандемии. И меры безопасности здесь приняты самые серьезные. Абсолютно все участники сдали тесты на коронавирус. На входе в гости проходят через универсальный дезинфицирующий коридор. Здесь есть раствор для ног, антисептик для рук.
Температуру также можно проверить самостоятельно. 36,2. Далее в специальном боксе гости обрабатываются сухим паром, который убивает до 99% микробов. Весь цикл занимает не более 20 секунд. Точки роста городской инфраструктуры для комфортной жизни людей связаны в том числе с поддержкой талантливой молодежи в сфере науки и образования. Такое мнение прозвучало на форуме. В Башкортостане это направление уже работает. Инициатива создания Евразийского научно-образовательного центра рассматривается в Минобрнауки России. Жизнь такова, что университеты очень часто являются драйверами вообще развития городов. Мир знает и история знает примеры, когда именно университет появлялся, вокруг него, соответственно, создавались потом города. Крупнейшим инфраструктурным решением при создании научного образовательного центра станет межвузовский студенческий кампус на 5000 человек, который построят в Демском районе Уфы. По факту НОЦ в Башкортостане уже создан, отметил в интервью министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Во многом благодаря действиям региональных властей. Будет федеральный конкурс, и в федеральном конкурсе он будет участвовать для получения особого статуса мирового научного центра мирового уровня, как это обозначено там в национальном проекте «Наука». Город-миллионник должен быть современным и комфортным для жителей. Но только зданиями в стиле хай-тек туристов в мегаполисы не завлечь. На полях форума вновь прозвучала идея преобразования улицы Октябрьской революции в современные общественные пространства. Деревянные и каменные памятники архитектуры. История Урбана должна жить не только на архивных фотографиях. Многие населенные пункты нуждаются в магистральном планировании и в очень бережном отношении к облику историческому и архитектурному. Если коптер поднять над Уфой, там же со всех сторон реки, Уфимка, Агидель, озера, леса. Это же очень прекрасно. То есть красота рядом с нами, ее просто нужно правильно упаковать и продать туристу. Развитием Уфы займется Московский центр урбанистики. Соглашение об этом подписали глава республики Радий Хайбиров и председатель совета директоров центра Сергей Капков. Первые итоги совместной работы можно будет подвести через год. Международный форум будет проводиться в башкирской столице на постоянной основе. Я скажу честно, что я влюбился в Уфу в этот приезд. Мы были с коллегами в Деме и в Черниковке. Черниковка потрясающая с точки зрения архитектуры, но Дема меня абсолютно потрясна своей такой плотной, насыщенной социальной жизнью. Фактически это действительно такой небольшой город в городе. Несмотря на это, в каждом районе Уфы есть и свои проблемы. В той же Деме жители просят отремонтировать центральный парк, создать инфраструктуру для молодежи, построить новый кинотеатр. После создания межвузовского кампуса востребовано это все будет и студентами. Также планируется, что территорию кампуса посредством фуникулера соединят с площадкой у памятника Салавату Юлаеву. Помогать претворять эти идеи в жизнь будут федеральные коллеги. А в рамках соглашения, подписанного между Башкортостаном и аналитическим центром при правительстве России, республика сможет получать прогнозы от своей инвестиционной, внешнеполитической и межрегиональной деятельности. Мы создадим рабочую группу, которая оценит экономические возможности нашей республики, потенциал республики и рассмотрит ее в перспективе на 15-10 лет, для того, чтобы мы понимали, куда двигаться. Потому что в ту светлую ночь родился на прекрасной земле человек. Даже спустя десятилетия стихи народного поэта Башкортостана Мустая Карима воспитывают любовь к родному краю, родному городу. По-особенному они звучат на полях форума урбанистики. Благотворительный фонд «Территория счастья» дал возможность гостям и жителям Уфы еще раз услышать эти строки и понять, даже самый современный мегаполис без любви своих горожан городом мечты не станет. Азат Садреев, Артур Ханов, Владимир Шевчук. Итоги недели. Уфа. Поход в горы, посещение достопримечательностей или сплав по реке. Закрытые границы дают толчок развитию внутреннему туризму. Растет спрос, а соответственно и предложение, чтобы насладиться природой. Не обязательно уезжать далеко от республиканской столицы. Взглянуть на Уфу теперь можно с воды во время экскурсии на катамаране. Подробности далее.
Давайте, ребят, вот здесь соберемся все вместе, технику безопасности проведем и поедем, ладно? Желающих взять весло в руки и сесть в катамаран хоть отбавляй, но сначала, как и положено, инструктаж по технике безопасности. Снаряжению отдельное внимание, ведь даже спокойная река может преподнести сюрпризы. Руслан Хакимьянов знает это как никто другой. Он занимается организацией туристических путешествий уже несколько лет. Водохранилища, сплавы. Ходим в горы, и каждые выходные у нас новые какие-то направления. Сложностей, в принципе, как таковых нет. Единственное, наверное, это погода, и все. Остальное, в принципе, зависит от самих людей. И сейчас вот в связи с коронавирусом, да, я думаю, что это большая возможность у наших жителей увидеть свою республику. Белая – одна из самых красивых и популярных среди туристов рек Южного Урала. Она хороша тем, что на ней нет сложных участков, поэтому сплав не требует специальной подготовки. Такой водный поход подойдет и для новичков. Хотя я сама из Бурзянского района, но ни разу не сплавлялась. И как-то вот друг позвал, говорит, вот у нас будет сплав крутой, там интересные ребята будут, не хочешь? Я, соответственно, согласилась, потому что почему бы и нет. Катамараны спущены на воду. Все участники садятся на надувной транспорт в спасательных жилетах. В речном походе главное – дисциплина и синхронность. Железнодорожные пути и мост в микрорайоне Черниковка. Половина пути практически позади. Нашлось время поговорить и о том, чего не хватает для развития туризма в нашей республике. Я впервые участвую в сплаве, тем более вокруг Уфы, со мной близкие люди. Спасибо большое организаторам, я просто в восторге от этого мероприятия. У нас в туризме большой потенциал у республики Башкортостан, и мне кажется, это просто необходимо развивать, грамотно развивать вместе с инфраструктурой и сопутствующими атрибутами. Я считаю то, что если сделать многие места в Башкирии более доступными, более оснащенными для обычных людей, которые, в принципе, хотят начать, но не знают как, то внутренний туризм развивался намного быстрее, чем он сейчас развивается. В Башкирии завышены цены на отдых. У нас очень много мест, где можно отдохнуть, но почему-то мне кажется, что съездить за границу намного дешевле и проще, чем отдохнуть у нас в Башкирии и вообще в России. Нет конкуренции, поэтому, видимо, это все очень дорого. Высокие скалистые берега, луга, поросшие целебными травами и цветами, бесконечные повороты, открывающие все новые и новые захватывающие виды, калейдоскоп природных рельефов. С такой необычной стороны Уфу видит далеко не каждый. Сплавы на катамаранах – это популярный вид водного туризма, гармонично сочетающий в себе элементы спорта, отдых от городской суеты и знакомство с местными достопримечательностями. Прогулки на надувном транспорте можно рекомендовать тем, кто хочет испытать все удовольствия и приключения водного похода. Путешествие на катамаране длилось около 4 часов. Стартовала группа с набережной у Конгресс-холла, а вот закончилась наша водная прогулка у спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон». Маршрутов у такого сплава много, все зависит от желания группы. Хоть до Байкала, как говорят организаторы. Айгуль Хатыпова, Азат Ишбулатов. Итоги недели. На этом все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Всего доброго.